СМИ распространили информацию о задержании в Москве Жомарта Ертаева. С середины 90-х годов этот бизнесмен занимал руководящие посты в разных банках – Альянсбанке, Евразийском банке, БТА Украина. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Однако через 9 месяцев был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа с запрещением заниматься банковской и финансовой деятельностью. Однако одной из причин задержания называется проблемы в Казахбанк и РБК-банк, где Жомарт Ертаев фигурирует как внештатный консультант. Согласно документам Национального банка Республики Казахстан и в частности статье 20 Закона о банках, руководящие работники банка подлежат согласованию с уполномоченным органом. Однако по имеющимся сведениям Жомарт Ертаев не согласовывал свои должности ни в банке АО «Казахбанк», ни в АО «Банк РБК» и официально не мог влиять на кредитную политику банков и иметь доступ к информации о транзакциях. Тем не менее, в заявлении для СМИ Жомарта Ертаева приводится информация о том, что его главный партнер по Алма-ТВ и акционер Казахбанк и РБК банка – казахстанский бизнесмен Динмухамед Идрисов, входящий в рейтинге Forbes и занимающий 19 место в стране, а по размеру состояния 20 место, перевел кредитные средства банка РБК на личные счета. Жомарта Ертаева российские правоохранительные органы выпустили под домашний арест. Доверяете ли вы заявлению Жомарта Ертаева? Кто виноват в проблемах банка РБК и Казахбанк?